Глава города Якутска Сардана Аксентьева и глава республики Айсен Николаев встретились с жителями села Старая Табага. Основным вопросом встречи стало строительство моста через реку Лена. В частности, схема прокладки участка, проходящего через населенный пункт. Ранее жители села были обеспокоены, поскольку предложенные схемы предполагали снос десятков жилых домов, либо прохождение дороги прямо посередине села. Руководство республики ознакомило население с новым вариантом схемы. Подъездные пути к мосту вдоль русла протоки будут выполнять функцию дамбы. Этот вариант более затратный, но предпочтителен для жителей. Где-то на миллиард по сравнению с тем, что мы прикидывали, миллиард-полтора миллиарда у нас удорожание пойдет. Но с учетом того, что все-таки, знаете, переселение людей из села и самое главное разделение села на две части, мне совсем кажется, что это не очень правильно, да? Я считаю, что это, наверное, можно было бы так решить. И я сегодня приехал к вам как раз, чтобы посоветоваться с вами еще раз, заручиться вашей поддержкой, потому что там же, когда я буду проект двигать, там же люди за каждую копейку тоже меня там в Москве спрашивают, так, а с чего у вас тут это появилось, ну и чтобы я мог опираться на ваше мнение, на мнение жителей Старой Табаги. Жители Старой Табаги единогласно поддержали предложенный вариант строительства моста. Они выразили надежду, что дамба даст возможность строить новые социальные объекты на неподтопляемых территориях, развивать инфраструктуру и предпринимательство. Значимое событие для нашего села, старинного. Наше село, вообще-то, оно имштитское поселение. И тут и колхозы, и совхозы были. И сейчас мы живем и надеемся. С последним вариантом, конечно, мы получим еще большее, еще лучшее развитие нашего родного села. Также в ходе встречи общественность села обсудила с мэром города текущие вопросы жизни села. Ограничение скоростного режима на улицах села, строительство новой бани, освещение улиц и другие вопросы решаются в рабочем режиме. Мэр города также обозначила основные направления дальнейшего развития территории. Одним из инструментов может стать республиканская программа поддержки местных инициатив, а также развитие туристического потенциала села. Новые возможности откроет и строительство моста. Нужно на это смотреть еще как на новые возможности. На новые возможности, потому что земля здесь станет дорогая, станет очень много возможностей для развития разных видов деятельности. Может быть, если не для вас, то для ваших детей, внуков это может быть. Потому что посмотрите, как развивается Нижний Бестях. Дело ведь дошло даже до того, что они, Улусный районный центр из мая перенесли в Нижний Бестях. Но при этом я абсолютно разделяю вашу точку зрения, что природа не должна пострадать, самобытная, многовековая история села не должна пострадать. Наша с вами задача найти какое-то такое решение, чтобы и сохранить то, что есть, не потерять, потому что много уже потеряно, правильно? Но и вместе с тем, из того нового, что придет, массу преимуществ для коренного местного населения тоже приобрести. По словам главы республики, 8 ноября в Москве планируется обсуждение вопроса строительства моста с представителями федеральных ведомств. Татьяна Павлова, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В связи с начавшимся в начале недели снегопадом городские службы Якутска работают в усиленном режиме по расчистке улиц и тротуаров. Во время снегопада техника Якутдорстрой производит срезку осевых и снежного наката на проезжей части дорог. В среднем за сутки задействованы 8 грейдеров ДЗ-98, 8 тракторов МТЗ, 8 бобкетов, 4 снегопогрузчика, 4 погрузчика фронтальных, 40 самосвалов и 2 колесных бульдозера. Вся техника Якутдорстрой была мобилизована на проезжую часть, на очистку проезжей части от наката снежного, также очистка заездных карманов, автобусных остановок. Также было начато механизированное подметание тротуаров. Очистка продолжалась до окончания снегопада. После него мы вышли уже на подготовку вала под мехпоток и принялись к вывозу снега. За прошедшие сутки было вывезено около 1300 кубометров снега с проезжей части. С начала октября и по сегодняшний день на противогололедные мероприятия было использовано около 5500 кубов речного песка на подсыпку пешеходных переходов, автобусных остановок и перекрестков. Специалистами Якутдорстрой работы по очистке снега с улиц и тротуаров ведутся круглосуточно, без перерывов и выходных. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ.
Основной темой на еженедельном планерном совещании по жилищно-коммунальному хозяйству в окружной администрации стало санитарное состояние города и утепление систем теплоснабжения. Также был рассмотрен вопрос об отключении светофоров во время запланированных и аварийных работ по электроснабжению. По той схеме, по которой мы работаем в настоящий момент, непосредственно уведомление по линии дорожного движения, у нас схема работает в том случае, если мы получаем жалобы от жителей. У нас программа не фиксирует месторасположение светофоров относительно тех ремонтных работ, которые проводятся в лес. То есть, если они отключают КТП, мы не всегда знаем, какие светофоры попадают в это включение. И после того, как заявки поступают от жителей, уже потом связываемся непосредственно с ГИБДД и направляем туда дежурные службы. Согласен, действительно, наверное, сложно знать, какие светофоры, да, но тем не менее, сегодня утром произошла ситуация, что до 12 часов не работали светофоры по проспекту Ленина, да, и там образовались заторы. Это у нас было плановое включение центральными электрическими сетями, что привело к тому, что светофоры у нас не работали. Поэтому я предлагаю Роман Сергеевич поручить ГИБДД проработать вопрос оповещения ГИБДД руководства города в случае, когда идет плановое и аварийное включение тех или иных объектов, которые за собой привлекают включение светофоров. Потому что в данном случае, я считаю, обязательно должны быть уведомлены сотрудники госавтоинспекции, чтобы они выставили инспекторов для регулирования движения. Ресурсоснабжающие организации выступили с отчетами за неделю. Все они работают в штатном режиме. Сотрудниками предприятия «Якутдорстрой» в усиленном режиме производится очистка дорожного полотна, автобусных карманов и тротуаров от выпавшего за сутки снега. Также на планерном совещании были подняты вопросы вывоза твердых коммунальных отходов и мерзлых бытовых отходов. В этом направлении в принципе принято определенный ряд вопросов, и совместно рекоператор и наша подведомственная организация дано поручение в течение недели, исходя из объемов отходов, которые у нас образовалось, вывести, ну и, соответственно, нормализовать ту работу, которая есть. В принципе, эта работа, если так можно сказать, переходный период от твердокоммунальных в жидкие мерзлобытовые отходы. Соответственно, в этом направлении мы работаем. Также мы работаем в направлении в части того, чтобы уйти полностью от мерзлобытовых отходов. И, соответственно, даже в холодный период времени года два вида отходов разделять. Это твердокоммунальные и жидкобытовые. Для того, чтобы можно было бы вывозить и организовать более такую планомерную работу. По итогам заседания заместитель главы города Роман Сорокин дал ряд протокольных поручений руководителям управ, представителям предприятий и управляющих компаний, которые должны быть выполнены в ближайшее время. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. В День народного единства национальной общины, проживающей в городе, провели товарищескую игру по мини-футболу «Кубок дружбы». Организатором мероприятия выступило Управление физической культуры и спорта окружной администрации Якутска. Соревнования открыл парад спортсменов-участников землячеств Азербайджана, Армении, Бурятии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. С приветственной речью перед футбольными командами выступили глава Якутска и руководители землячеств. Очень замечательно, что День народного единства мы решили провести вот таким вот образом. И при поддержке национально-культурных объединений сегодня, вы видите, проходит товарищеский матч между футбольными командами нескольких диаспор города Якутска. И вообще это очень ценная идея, поскольку действительно нас связывает общая история, нас связывают общие трагические моменты. Вот мы сегодня говорили как раз и о Великой Отечественной войне, в которой каждая советская семья понесла утрату, а мы понимаем, что все сегодняшние участники сегодняшнего матча – это как раз представители бывших союзных республик. Начальник управления физической культуры и спорта Константин Бурцев рассказал об идее провести в будущем году спортивные игры среди национальных общин и диаспор в честь 75-летия Победы. Советский народ одержал великую победу, поэтому мы должны, те, которые здесь проживают, Якутии, все национальности, союзную республику, попытаемся собрать и провести тоже Кубок Победы или Кубок Союза. Там 9 мая проведем тоже такой же большой турнир. Глава поддержала, очень хорошая идея сказала, поэтому и все участники довольны, что
обратились к ним, есть внимание. Товарищеская игра по мини-футболу «Кубок дружбы» прошла в атмосфере единения и содружества народов. В упорной спортивной борьбе места между командами распределились следующим образом. Третье место досталось команде Узбекистана. Второе заняла команда Киргизии. Победу одержала команда Армении. Светлана Табалаева, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. Глава Якутска провела рабочее совещание по проблемам объектов самовольного строительства 7 корпусов по улице Можайского и 2 недостроенных домов по проспекту Ленина. В расширенном совещании приняла участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова. По первому вопросу начальник департамента градостроительства окружной администрации Динара Уарова сообщила, что 6 и 7 корпуса по улице Можайского 13/3Г расположены в охранной зоне инженерных сетей, что представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Очень много было заявлений о том, чтобы признать данные объекты жилыми помещениями и закрепить право собственности на данные объекты. Окружной администрацией в настоящее время всем корпусам с 1 по 7 проведена экспертиза. По результатам данной экспертизы, выводом Центра досудебных и судебных экспертиз сделаны следующие выводы, что объекты у нас представляют угрозу жизни и здоровью граждан и не могут быть никак признаны жилыми помещениями. В связи с этим никакие действия с окружной администрацией в части переводов на жилые помещения по данным объектам не производятся по всем 7 корпусам. В ходе совещания был выработан вектор движения по легализации корпусов с 1 по 5, а для собственников 6 и 7 корпуса принято решение о необходимости предоставления тех или иных гарантий по возврату денежных средств в рамках того, что данные строения будут снесены. Далее был рассмотрен второй вопрос рабочего совещания о недостроенных объектах самовольной постройки на территории квартала 55, который имеет единый адрес и располагаются на одном земельном участке. Что касаемо объекта по Ленина 55/1, значит, присутствовали представители ЖСПК «Строим вместе». Рассмотрен вопрос о необходимости проведения экспертизы дополнительной. Экспертиза уже нами проводится. Мы заказали ее. В середине ноября ожидаем результаты. Исходя из этих результатов будет четко дан ответ, можно ли возобновить строительство, либо необходимо сносить эти строения, так как они уже пришли в негодность для продолжения строительно-монтажных работ. Здесь есть ряд юридических вопросов, которые требуют, во-первых, договоренности между членами ЖСПК и собственниками 20-квартирного дома, значит, для того, чтобы можно было говорить о возобновлении договора аренды, исходя из которого можно уже дальше вести речь о строительно-монтажных работах. Заслушав информацию окружной администрации, Галина Данчикова предложила дождаться итогов официальных экспертиз, после чего двигаться к решению вопроса пошагово. Депутат Госдумы заверила, что будет вести личный контроль за этими объектами. Всего в Якутске насчитывается 242 объекта самовольной постройки. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. Решились на перепланировку квартиры? Хотите снести стену или сместить радиатор? Как в таком случае быстро подать заявление на согласование переустройства и перепланировки жилого помещения, не тратя при этом времени на очереди? Портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru.